В селах соревнуются снохи. Речь идет о конкурсе Келенбеке-2014. В нашем районе он проводится впервые. Конкурс был организован по инициативе Нурлатской местной общественной организации «Аккалфак», Всемирного конгресса татар и Центра развития культуры Нурлатского района. С ловкостью, находчивостью и энергичностью соревнующихся снох ознакомилась и наша съемочная группа. Самый первый этап конкурса прошел в Чулпановской зоне. Три умелые снохи села Чулпаново – Рушания Ханиева, Наиля Насыбулина и Рузалия Халимова – полным ходом готовятся к конкурсу. С собой они принесли приготовленные ими губадию и чак-чак. Наиля и Рузалия Ханум – снохи с 40-летним стажем. Жизненный опыт Рушании Ханум намного больше. Несмотря на это, испытываем сильное волнение, говорят они. Вот я себя чувствую, как будто я первый раз сегодня вышла замуж. И первый раз стала снохой. Стала снохой. Чувствуется, что тревожно уж, как будто вот что-то. Но мы это все делаем не выдумаем, а все это натурально, естественно. Это мы все этот путь прошли. Конкурс Келенбеке-2014 в районе проводится впервые. Его первый этап прошел в Чулпановской зоне. Здесь приняли участие 7 снох из Степного озера, Кривого озера и села Чулпаново. Если самый старший снохе 77 лет, то самый юный 23. Перед самым началом конкурса среди всех участниц провели жеребьевку. Самой первой на сцену вышла самая старшая конкурсантка Рушания Ханиева. Первое задание – визитная карточка. То есть каждая сноха должна была познакомиться со зрителями поближе. 19 лет было только меня, когда замуж вышла. Приехала в Чулпаново на работу, замуж вышла, это в 58 году, вот уже 56 живем со своим мужем Юсуфом Минхановичем. Сначала снохой я жила, потом уже родила 3 детей, сама стала мамой. Более подробное знакомство, домашнее задание, по условиям которого снохи были должны написать стих, посвященный своим свекровям, приготовить особые национальные блюда, затем показ мод со сшитыми собственноручно национальными костюмами, театрализованное представление, пути выхода из различных житейских ситуаций, то есть показать свою находчивость. Это все части, на котором основывался конкурс. Всего таких частей было 7. Выход каждой снохи зрители встречали аплодисментами. Выступающим были вручены дипломы в 7 номинациях. Снохи доказали, что они и умелые, и интеллигентные, и симпатичные, и ловкие, и обаятельные. Даже название нашего конкурса звучит как 7 крупиц, 7 жемчужин. В основном для конкурса мы старались отбирать участниц из самых примерных семей села. Тех девушек и женщин, которые являются хорошими снохами и хорошими матерями. Хотя конкурс проводился и впервые, он прошел очень тепло и организованно. Сотрудники Чулпановского дома культуры встречали гостей в изобилии, наготовив национальные блюда нашего народа. Руководство общества «Перспектива» на конкурсе одарило снох платками. В дальнейшем конкурс Келенбеке-2014 будет проведен в Амзинской, Бикуловской и Светлоозерской зонах. Он организован по инициативе Нурлатской местной общественной организации «Аккалфак», Всемирного конгресса татар и при помощи Центра развития культуры Нурлатского района.